Мы подавали, обращались на имя действующего президента и туда включили список тех судей, которые рассматривали дела по СМИ. Этот список сейчас другие представители говорят, надо его дополнить теми, которые рассматривали дела политзаключенных и так далее. Но я, например, я говорила, поскольку в обращении на имя Джеймбекова мы писали о неправомерности решений судей, которые только в отношении СМИ, поэтому вот в это мы включили туда 20 фамилий судей, те, которые рассматривали решения по СМИ. Вот. Поэтому вот мы включили туда вот эти в первую очередь лица, потому что у нас конкретное было обращение именно в отношении судей, которые принимали решения по СМИ. Примет это или не примет, это на усмотрение президента. Я надеюсь, что мы получили ответ с администрации президента на свое обращение, в котором, в общем-то, грамотный ответ был. Они выделили там, по категориям разбили, что из 20 человек, 8 человек уже окончательно были утверждены, уже окончательно, до пожизненного срока. Это действующие судьи Верховного суда. Там были выделены люди, которые только намереваются стать судьями Верховного суда. И там были люди, которые не идут на переутверждение, они еще в статусе действующих. И они вот разбили и сказали, что это. Но я так поняла, что это наше письмо было, кроме всего прочего, оно было направлено в Генеральную прокуратуру, и оно было направлено в Совет, в дисциплинарную комиссию Совета судей. Вот. Я надеюсь, что дисциплинарная комиссия, так как это профессиональный орган, я надеюсь, они тоже дадут оценку действиям и решениям судейского корпуса. Вот. Мы прекрасно понимаем, что это не только правовой механизм, но это еще это способ, как вам сказать, общественного воздействия на политиков для того, чтобы они рассматривали вот этот список судей как профнепригодных. Кроме этого, мы обязательно, как только будет переназначен генеральный прокурор, мы обязательно напишем в Генеральную прокуратуру. Потому что то, что творится в судейском корпусе, когда, извините, простые референты звонят и давят, а это на судей и говорят, вот то или иное решение прими, это просто безобразие. Это тягчайшее преступление, это преступление, это по вмешательству в отправление правосудия, это тяжкое преступление. Поэтому мы будем писать по этому поводу, мы обязательно напишем на Индиру Джалдубаеву, на бывшую генерального прокурора. Мы будем требовать от генерального прокурора нового уже, чтобы были расследованы все факты, касающиеся вмешательства в отправление правосудия, которое было написано в письме экс-судьи Оморовой, потому что она как раз-таки говорила, что напрямую Манас Арабаев напрямую звонил председателю Октябрьского районного суда, и тот выполнял его поручение. И не случайно все иски по СМИ проходили через Октябрьский суд. Поэтому мы будем требовать, чтобы вновь назначенный генеральный прокурор, чтобы он расследовал информацию, которая была озвучена чтобы было открыто дело, и начато следствие, и чтобы все люди, которые... Нам теперь недостаточно, чтобы людей увольняли из судей. Мы хотим, чтобы этих людей посадили, потому что уже жетет болду. Елдің бар той бітті. Тойдық уже барына. Как это так? С коррупцией борются самые главные коррупционеры, с правовым беспределом, оказывается, правовой беспредел устраивают основными организаторами, являются судьи и прокуроры. Конечно, в нашей стране никогда закон не заработает при такой системе. Поэтому мы требуем не просто увольнения,
Мы требуем посадки этих людей. Пусть сажают. И поэтому от того, как это будет выглядеть, посадят или просто их, извините меня, отстранят от должности, от этого будет зависеть и репутация действующего президента. От этого будет зависеть наша оценка того, насколько действующий президент, когда он говорит, я буду бороться с коррупцией и с правовым беспределом, вот мы сейчас вот увидим на самом деле. Будет он бороться или он будет прикрывать.